Итак, ассаламу алейкум, хайрлы кич, кадрлы дуслар, добрый вечер, дорогие друзья, газиз милләттәшләр, дин кардәшләребез һәм безнең каналга язучыларыбыз. Бүген эфирда безнең минем дустым, галим кеше Булат Сайфутдинов. Сегодня у нас в эфире очень интересный человек, ученый, но активно присутствующий в татарской интеллектуальной повестке Булат Сайфутдинов. Булат, ассаламу алейкум, Аликиш. Уалейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатуху, Руслан Бей. Хайрлы кич, кадрлы милләттәшләребезгә. Всем доброго вечера, всем подписчикам, слушателям. Очень Рахмет, приятно для меня, это честь рахмет, участвовать с Булат. вами в этом эфире. Да, без как бы бір командада Булат белән мы в одной команде, он тоже член команды Татполита, и, соответственно, ведет определенно важную нам работу. И у него есть свои, соответственно, воззрения, понимание того, что происходит, в том числе с татарским миром. И поэтому мы сегодня хотели бы поговорить о состоянии татарского мира, чего не хватает, почему он находится в этих клещах колониальных, имперских, почему он, к большому несчастью, следует за тропой путинской пропаганды. Ну вот, сегодня мы попытаемся такими общими мазками набросать, а дальше, алла верса, выйдем на более конкретные темы, которыми уважаемый Булат занимается уже профессионально и на уровне ученого человека. Итак, Булат, мне бы хотелось вот от тебя услышать, как ты оцениваешь состояние современной татарской нации. Все-таки у тебя оптика может отличаться, ты человек с хорошими научными степенями, и, соответственно, твоя методология понимания и анализа может отличаться. Спасибо. Очень такой общий, хороший вопрос. Я могу что сказать вначале. Вот даже сквозь свой жизненный опыт, так скажем, то, что я видел, где я работал. Я Мгм. часть жизни прожил в Татарстане, родился и большую часть жизни прожил в Куйбышеве, в нынешней Самаре. То есть я волжанин, проработал в Москве в разных университетах, в том числе в Московском университете, в Российской академии наук, в Самаре, в Самарском университете. И так или иначе, на протяжении этих лет я встречал много, скажем так, наших милләттәшләребезне, то есть представителей татарской нации с учеными степенями, это химики, физики, кандидаты, доктора наук, академики. И вот в качестве первого, что приходит на ум, что я хочу сказать, то, что в принципе наша нация имеет большой интеллектуальный потенциал. То есть мы, скажем так, не какой-то там, как нас порой пытаются представить пропагандисты, отсталый народ. У нас очень Да, много умных представителей. У меня есть знакомые, например, живущие в Ирландии, ирландцы, англичане. И они, живя там в Европе, они знают о нашей нации, что существуют татары, что мы имеем богатую историю, так скажем. И при этом еще более обидно и удивительно, что порой какие-то симоньяны, Малафеевы пытаются выставить нас идиотами, позволяют в это, наш адрес. извини, а ты знаешь, что Симонян по матушке татар? Бельмеден, не знал, Ну, не вот, знал. да, вот типичный Да, Манкурт. Типичный да, Манкурт. Манкорт, Извини, что Манкорт. прервал. Вот, дорогие друзья, это очень важно. Ленин писал, что вот такие манкуртизированные люди пытаются быть большими шовинистами, чем сам великорусский народ. Безусловно, безусловно, я полностью с этим согласен. Я почему-то думал, что она потомок Дашнаков, но для меня Нет, это не она, открытие. Малафеев я имел в виду. Малафеев, да, 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 Константин, все, да-да-да. все, все, Она-то все, она-то все, понятно, да, у нее да, и ненависть и к тюркам, и к мусульманам, как ты верно отметил, еще с да, дашнаков тянется. да, 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 да. И
вот с чего я начинал. Много представителей нашей нации, больших ученых, людей умных. И какая беда, скажем так, окутывает всех нас? Получается, что мы вынуждены, так или иначе, живя в России, жить в рамках того имперского дискурса. То есть у нас нет свободы. По большому счету империя высасывает наше экзистенциальное время, питается нашей энергией, кровью. И если, например, ты готов быть послушным человеком, играть, жить в рамках навязанных ими правил, у тебя есть какие-то шансы. Ты можешь продвинуться довольно-таки высоко, сделать карьеру, в том числе научную. Но здесь вот самое, как говорится, самый disadvantage, да, самый недостаток, так скажем, что ты не можешь сделать шаг вправо или влево, то есть ты играешь по навязанным правилам. Ты можешь, скажем так, тратить всю свою жизнь на развитие этой империи, отдавая свою жизнь, свой, скажем так, род, свою энергию, свое время, о чем я уже сказал. Если как только ты, скажем так, если вдруг ты не хочешь жить по этим правилам, ты сразу для них становишься врагом. Ну, я думаю, здесь последствия как бы понятны. И чекисты там и прочие могут тебе испортить жизнь на всю жизнь, так скажем. Извиняюсь за тавтологию. Вот. И в этом плане, вот, как говорится, о состоянии татарской нации, так скажем, у нас, получается, нет национального дома. Наша историческая земля, на которой мы жили, где жили столетиями, а может даже тысячелетиями наши предки, она несколько столетий оккупирована, так скажем, и у нас нет национального дома, например, там представители еврейской нации, они могут получить гражданство Израиля и иметь какую вполне не то что какую-никакую, а хорошую защиту на международной арене. У нас этого нет, мы находимся... Еще, еще извини, да, действует принцип, с Израиля выдачи нет. да, Что да. ты не творил, тебя не выдают, да, не выдают. Да, а мы, получается, что мы в такой ситуации, что мы лишены Родины любой защиты. Мы и такие люди, как Симоньян, Малафеев, например, могут нам как угодно над нами издеваться, но если вдруг ты публично им ответишь, скажем так, то вся машина, вся государственная репрессивная, весь государственный репрессивный аппарат навалится на тебя, и не имея, скажем так, национального дома, своего государства, ты находишься в заведомо ничтожном положении, являешься Ну, заложником, по сути дела, этой системы. да, извини, Влад, что прерываю постоянно, ну, если позволишь, такие Конечно, конечно, вкрапления, конечно. вкрапления такие буду наделать, словно инъекции ботокса в путинскую морду. Значит, совсем недавно, буквально, на днях, член Совета по правам человека, а, Стафферла, как говорят у нас, Кирилл Кабанов, он же бывший чекист, кадровый чекист, ну, член Совета по правам человека, естественно, при Путине. Да, ну они там А, все, ну, по-моему, да, насколько я знаю, Гафуит тоже, насколько я да, знаю, они там все с этой историей, предысторией. да. Ну, а сейчас, сейчас других и не берут. Так вот, он навалился на Шамиля Алиутдинова, уж такого как бы и так лоялиста, прям до мозга костей, за то, что тот покритиковал Деда Мороза. Ну, не то, что он его покритиковал. Он не говорил там Дед Мороз, Оливье мне в нос там и так далее. А он говорил, что как бы, ну, у мусульман Дед Мороз как бы не присутствует никоим образом. Да, Так вот этот Кабанов говорит, значит, вот они, значит, эти мусульмане, туда-сюда. Я бы посоветовал ему убираться туда, где как бы, значит, их ценности, вот эти вот исламские ценности превалируют. да, То есть у этого человека там, что он живет у себя дома, то, что он гражданин России, ну и так далее. То есть для них вполне нормально говорить, ну, как сегодня вот там ролик сделал по поводу того, что некие люди завозмущались, что в Перми строят мечеть. Причем два татарина, бизнесмена. да. Риторика такая, да, там, значит, идите в свои земли. Мне пишут там, идите в свои земли. Написали даже так, поезжайте в свои республики, а на наших славянских республиках делать нечего. Говорю, хорошо. Вот босняки, например, славяне, они мусульмане.
У этих Да. дебилов, у них даже вот понятие языковой общности, да, не коррелирует с идеей конфессиональной общности. Руслан, вы понимаете, ты понимаешь, да, что я хочу сказать. Во-первых, этот Рубикон система давно прошла. Он пройден много лет назад, они могут позволить все, что угодно. Это также с вопросом о фетве, так скажем, которое недавно Духовное управление мусульман Российской Федерации о многоженстве публиковало. После этого я в Телеграме увидел, тот же Малафеев натравил Генпрокуратуру РФ против Духовного управления мусульман. То есть они диктуют, как скажем, все, что хотят, то они и делают. Во-вторых, это давняя история. Мы же помним прекрасно, как в 90-е годы Жириновский говорил, что татары, убирайтесь в Монголию. Хотя, скажем так, Монголия нисколько не является нашей исторической прародиной, так как мы тюрки, наша прародина Туркестан, Алтай, так скажем, Волжские земли. Он мог себе позволить во всеуслышание по государственным СМИ говорить: татары, убирайтесь в Монголию, и мы же прекрасно знаем, что ему за это ничего не было. То есть Хочешь, никакая... если не хочешь, я тебе Да, расскажу интересную историю про него. да, да, да. Почему он еще и ненавидел Татарстан? Он как-то приехал с очередным своим турне. Помнишь, он на поезде ЛДПР колесил по Мгм. Да, стране, да, да. агитировал, выходил там, тряс рукой, разбрасывал деньги, раздавал водку и, значит, был таков. И тут он как-то приехал. Туда собрались представители ВТОЦа, Всетатарского общественного центра. Мгм. А во главе стоял Заки Абдый Зайнуллин. Такой очень, он уже мархум, но он был полковником, инженером в ракетных войсках, не просто служил, но он разрабатывал какие-то ракеты. Да, Сын да, у да. него сейчас в Литве живет. Ну, в общем, и очень боевой дядька был таким, у него бас такой. И они, значит, пришли туда на вокзал, а для Жириновского подогнали какой-то автобусик, небольшой пазик, и, значит, он оттуда должен был выступать. И они окружили эти бабаи, в общем-то, люди уже в возрасте были, начали раскачивать. Жириновский забился под кресло в пазике и говорил: все, татары убьют меня, татары убьют меня. Он испытал какой-то там катарсис страшный. Да, да, И да. это многие видели. И он этот позор не мог пережить. Ну, эти И люди, они поэтому мстительные люди, да. То есть они трусливые и мстительные, соответственно. Они трусливые, но чувствуя за собой всю эту репрессивную машину, так скажем, которая их поддерживает, они, естественно, они чувствуют свою силу, так называемую, в кавычках, и являются мстительными людьми. А что касается вот твоего, Руслан, предыдущего вопроса про Пермь, вот когда ты вспомнил про мгм, Пермь, что там запрещают строить мечеть, да, ну, как бы Пермь – это славянские земли, как бы интересно, да, очень. Мы прекрасно знаем, что это финно-угорские земли, башкирские земли, татарские земли исконно, исконно. То есть эти люди, понимаешь, в чем дело? У нас же в стране уже, я, наверное, думаю, десятилетиями развита система отрицательной селекции. То есть сидит какой-то начальник серый, глупый, низкообразованный, и он никогда не позволит, чтобы его человек, который в иерархии находится ниже него, чтобы был умнее его, светлее его, красивее его, вплоть до этого даже доходит. То есть мы живем вот в этой ситуации в системе отрицательной селекции. Для меня это не удивительно, что они там люди крайне низкообразованные, то есть они, как вот ты говоришь о том, что они даже не понимают там, не могут сделать различия между языковой общностью и религиозной общностью. Ну, для меня это не удивительно, потому что это люди, скажем так, я так думаю, что в нормальной системе, живя они в нормальной конкурентной среде, в европейской, в западной среде, американской среде, они бы никогда ни при каких условиях не поднялись бы на тот уровень, на который они поднялись в этой системе с господствующей системой отрицательной селекции. Как бы вот я помню, я был ребенком, школьником, так скажем, в Самаре в 90-е годы тоже начинали строить соборную мечеть. И даже в 90-е, то есть это хотя как бы еще до всего этого, до нынешней власти было мгм. очень много возмущений.
протестующие, естественно, протестующие, там, которых подбадривала власть, жаловались на то, что как же вы здесь построите мечеть, да тут будут петь мулла, азан, нам будут мешать спать с бодуна с утра, так скажем, и прочее, прочее. То есть это было и в 90-е годы, хотя мы прекрасно знаем, например, я помню, что эту мечеть строили татарские бизнесмены самарские, то есть на свои деньги, то есть ни копейку не прося ни у государства, ни у кого, так скажем, деньги на это. Ну да, система такая, то есть это повсеместно, и ничего в этом удивительно, как бы это не отдельные какие-то случаи, это закономерность. Тут никаких, скажем так, к сожалению, просто с течением времени становится все хуже, 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 хуже. То есть если в 90-е годы, например, кстати, этого человека, который в итоге построил, этот бизнесмен, татарский самарский бизнесмен, который больше всех вложился в строительство этой мечети, его в итоге убили, он был убит в Самаре. Так вот, а сейчас как бы с годами, сейчас, так скажем, все хуже, 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 и если ты, будучи, например, гражданином, живя там, вдруг возразишь, на тебя сразу повесят и уголовную статью, и какую угодно, то есть житья не дадут, да, говоря простым языком. Это Не, так. ну да, собственно, вот сегодня в России утвердили концепцию борьбы с экстремизмом. С экстремизмом. Мгм. Я посмотрел отдельные тезисы. Особое внимание уделяется профилактике ксенофобии, экстремизму и отдельно русофобии. Русофобии. Да. То есть нету там ни исламофобии, понятно, ничего остального, а отдельно выделяется русофобия. Где они ее могут в России найти, непонятно. Но теперь каждый, кто будет требовать строительства мечети или, ну, какой там уж требовать, так откровенно говоря, просить, да, вот как ты в Просить, России, да. кого ты там будешь требовать? Просить или так аккуратно говорить о том, что вот национальные школы, Тель Киряган, да, ТГСМС Киряг, все, ты можешь попасть под это определение. Я тут несколько раз рассказывал, как целый Бастрыкин, например, дал поручение заняться и вот этой мечетью, которую хотят построить в микрорайоне Перми Верхняя Курья. И когда в Менделинском районе Татарстана было принято решение кормить школьников халяльной едой. Это общее решение Известная было. И история, родителей, и да. школьников, да. Сам Бастрыкин поручил, то есть у них дел других нет. Но как только возникают вот такие вот моменты, тут же, как ты говоришь, вся вот эта вот корпорация силовая, весь административный ресурс, он просто надавливается. Естественно, вот такие соломки же, ну что там вот, на чем мы держимся, это вот такие соломинки, они, естественно, не в состоянии это давление выдержать. Это так, Ну, Руслан, это так, да, это так, к сожалению. И мало того, что сам Бастрыкин, так скажем, почему-то его не обеспокоили другие какие-то нарушения и преступления, происходящие в этой стране, он решил бороться с халяльной едой для школьников, да, когда люди сами решили есть эту халяльную еду. Э, Ничего удивительного, это система, которая, давайте скажем так, да, будем честны, русский народ всегда был болен шовинизмом. То есть даже на бытовом уровне это всегда прослеживалось к выходцам из даже там бывших стран СНГ, Центральной Азии, Южного Кавказа, Закавказья. Да что греха таить, даже к нам, к башкирам, к татарам, к представителям, нашим братьям с Северного Кавказа всегда применялись уничижительные выражения, не будем их здесь, да, приводить, так скажем. То есть этот бытовой шовинизм и ксенофобия, они всегда были свойственны этой среде. Но проблема в том, что до определенных пор это действительно хотя бы на каком-то бытовом уровне оставалось, так скажем. А теперь это просто это какая-то государственная идеология, по большому счету, шовинизм. Вот ты говоришь действительно о русофобии, то, что они борются с русофобией, но при этом поощряется заниматься исламофобией, татарофобией, башкирофобией, чеченофобией там, и всем чем угодно. Да, часть государственной политики просто. я же привел пример, почему-то и тот же Малафеев, и та же Симоньян, они могут все что угодно сказать.
в адрес тюрков, в адрес татар, в адрес башкир, северокавказских мусульман. То есть мы являемся, откровенно говоря, в данной системе людьми, бесправными людьми второго сорта. Даже я, скажем так, на каких-то десятых ролях, и причем это же государственно все закрепилось, когда они поменяли Конституцию, там же открытым текстом написано, что есть государствообразующий народ, но все мы прекрасно понимаем, что это за народ, а вы все остальные такие же учредители федерации, по большому счету, для которых эти земли являются вашими историческими землями, нашим национальным домом, мы, получается, на каких-то десятых ролях абсолютно. И пока, до тех пор, пока у нас не будет своей государственности, и эта система будет продолжаться, скажем так, продолжать существовать, я не вижу на данном этапе каких-то, скажем так, возможностей изменения этой ситуации. Ну, то есть мы видим то, что в свое время писал Горький, есть две формы бытования и жизни: или гниение, или горение. Ну вот, если мы не горим по-настоящему, если мы не боремся, если мы не мобилизуемся, то идет обратный процесс. Ну, вот ты же химик, да, ты прекрасно понимаешь вот эти химические процессы. Их не обманешь. Ну, вот как бы Естественно, в мы либо, человеческой среде. как говорил, я сейчас не вспомню, да, как говорится, в онлайн-режиме, так скажем, один из западных философов, говорит, для человека есть два состояния. Состояние роста, развития, либо состояние упадка. То есть нельзя даже находиться на одном и том же уровне Ну, оставаться. да. То есть ты либо растешь, либо гниешь, совершенно верно. Ну и Из, на из, что еще? да, из этой же концепции, да, мы или каждый день умираем, Да, или каждый день возвращаемся, как бы, да, то есть да. с рождения человек идет или к росту, можно говорить, к смерти. Вот это очень интересная философская конструкция, скажем, мысль, которую очень часто мне приводят в качестве довода. Дескать, а зачем ты борешься за язык? Ведь там забывают многие. Зачем ты борешься за самостоятельность? Ведь большинству это не надо. Ну, вот такой вот пессимизм бросает, и я отвечаю очень просто. Как бы обывателю отвечаю по-обывательски. Вот каждый твой день, он приближает тебя к смерти. В любом случае ты умрешь. Хоть в 50 лет, хоть в 150. От этого Да. ты жить не перестаешь. От этого ты себе не задаешь вопрос, а зачем мне жить, если я через там 10 лет там, или 15 лет умру? Ты карабкаешься, ты держишься, ты пытаешься что-то оставить после себя. Потомство, наследие. То же самое я говорю и в отношении нас. Харбер Кеше, вот каждый человек, вот в нашем случае, экзистенциально мы отвечаем за себя. Что ты можешь сделать? Что я могу сделать? Ну, вот как тот муравей, да, который Ибрагим алейхиссалам таскал в воду. Да, он говорит, я понимаю, что я не затушу этот костер, но я предстану пред Всевышним, свидетельствуя, что я что-то делал, что я делал какой-то гамаль. А Ну, все те это критики, которые сидят и говорят, ну, делать нечего. Ну, елки-палки, ребят, у нас 10 лямов, 10 миллионов. Если проблема. вот один или 10% активных, это уже какая сила, пожалуйста. Руслан, очень хорошие, да, как бы замечания. Я попытаюсь как бы со своей, скажем так, стороны перспективы это чуть-чуть развить, раскрыть. В естественных науках, в той же физике, математике, в химии общеизвестно, как бы, что все системы равновесные описываются гауссовой кривой. То есть это некий холм, так скажем, гора или пик, я не Мгм. знаю, как это лучше назвать. И так или иначе в любом обществе, неважно, западное это общество, азиатское, африканское, российское, татарское, всегда большинство находится, скажем так, в середине. То есть большинство его вот всегда больше всего, скажем так, средних вот этих людей, которые ничем не горят, ни о чем не мечтают, так скажем, ну, за исключением каких-то примитивных вещей. Мгм. И по этой же гауссовой кривой мы видим, что исключений всегда мало, то есть всегда мало пассионариев, всегда мало умных людей, рвущихся, скажем так, людей длинной воли, и мало откровенных, скажем так, идиотов. А большинство это вот эта середина, совершенно М. инертная середина. Я помню в юности увлекался, читал, очень любил книги американского писателя известного Генри Миллера.
Ну, он такой, скажем так, своеобразный, конечно, но очень глубокий, так скажем, философски глубокий. И вот мне запомнилось одно замечание, написанное то ли в «Тропике рака», то ли в «Тропике Козерога». Он говорит о том, что, помню, писал там, что больше всего о своем здоровье и благополучии, скажем так, заботятся люди, жизнь которых ничего не стоит. Да, да. Это вот это, наверное, и есть вот эта середина, это большинство, да. То есть это так. С другой стороны, мы помним слова философа Гейдара Джемаля, когда он говорил, какой к чертовой матери смех, какой, так скажем, какая улыбка, какая может быть беззаботность. Я очень вольно трактую его слова, конечно. Когда перед тобой тебя в будущем ждет бездна могилы. Это его слова, Гейдара Джемаля. Если их перефразировать иначе, то есть мы прекрасно знаем, что мы умрем, мы прекрасно знаем, что мы должны будем отвечать перед нашим Всевышним Господом. Как ты можешь находиться в состоянии прозябания? То есть ты должен находиться в состоянии делания, так скажем, изменения реальности. Но на самом деле это и не только исламская идея, и даже не только идея Гейдара Джемаля. Мы прекрасно знаем, что на протяжении 20 века все эти идеи получали развитие философии, западной философии экзистенциалистов, того же Сартра, Камю, Хайдеггера. То есть это все в интеллектуальной, скажем так, сфере. Это довольно-таки известные вещи. То есть здесь не нужно даже быть мусульманином, так скажем, чтобы мыслить в таком ключе. А вот по поводу прозябания и гибели, ну, если вот, так скажем, с философских высот и литературных чуть-чуть опуститься к нашей реальности злободневной, мы же прекрасно видим, как, скажем так, наших соплеменников, татар, башкир, гонят в том числе насильно воевать с Украиной. Возникает вопрос, для чего это нужно? Татарам, башкирам, что украинцы сделали плохого татарам, башкирам, чеченцам, дагестанцам, да, вот так если разобраться. Почему мы должны воевать? То есть наши сыны умирают там, погибают там. При этом я хочу сказать вот еще такое. Это, скажем так, о простых людях, да, если говорить. То есть я имею в виду, кого гонят на Украину. Мы же прекрасно понимаем, что не дети руководителей Татарстана, Башкортостана никогда не будут призваны на войну, правильно, на украинскую войну. Соответственно, ну, с другой стороны, я вот еще говорю, это же не только сейчас на самом деле произошло. Был ректор Башкирского государственного университета, я сейчас не помню его фамилию, он химик, кстати говоря, физхимик, то есть у нас, скажем так, близкое довольно-таки направление. Его в свое время сняли, причем сняли с ректорства со скандалом с большим. Он теперь, правда, его не посадили, он остался заведовать кафедрой, но он потерял и ректорскую должность, там и еще какие-то должности, и вот остался заведовать кафедрой. А почему? Он, оказывается, как-то он симпатизировал, может, даже поддерживал башкирское национальное движение освободительное. То есть даже человеку такого уровня, который ректор, который профессор, скажем так, доктор химических наук и прочее, прочее, то есть ему не разрешено идти против системы. Кем бы ты ни был, ты можешь быть суперизвестным, супербогатым, суперсильным, так скажем, но если ты в этой системе заявляешь о правах своего народа, своей религии против, так скажем, имперского гнета, против этой щиты, тебя сразу же, так скажем, как сейчас модно говорить, обнуляют. То есть система никого не щадит. То есть здесь не должно быть ни у кого никакого, скажем так, чувства иммунитета. То есть никто не защищен абсолютно. Пока мы находимся в клещах этой системы, этой власти, говоря твоими словами. Булат, я бы хотел, знаешь, с тобой побеседовать еще по одной теме. То есть она, естественно, вытекает из всего того, что мы говорили. Вот есть silent multitude, молчаливое большинство, да. Вот. Понятно, что на него можно воздействовать, на большинство можно воздействовать.
Их всех сделать пассионариями, людьми с самостоятельным мышлением невозможно. Мы это прекрасно понимаем. Не будем, Безусловно. как говорится, излишне придавать этому огромное количество ресурсов, потому что это просто неприступная гора, как ты сказал. Да. Будем делать ставку на вот пассионариев, на тех, кто мыслит, на тех, кто горит сердцем, на тех, кто готов идти и в пламя, и в лед, и в студеную воду погружаться. Вот что сделать, чтобы отмобилизовать их? Условно говоря, есть понятие мобилизации. Но вот не вот это вот путинская воинская Да-да-да. мобилизация, а этническая мобилизация. Значит, когда в году, наверное, 12-м, я сейчас не помню, отменяли возможность сдачи ЕГЭ на родных языках. Да. Что означало, собственно говоря, что, скорее всего, большинство родителей будет отдавать детей не в национальные школы, а в русскоязычные, ну, потому что ЕГЭ сдавать на русском языке. Хочешь ты, не хочешь. Да-да-да. А вся терминология, я учился, и там химия, физика, она у меня даже до сих пор в татарской терминологии. И они думают, ну вот сейчас он будет переводить, соответственно, на экзамене сидеть, и он заведомо поставлен в неравные условия, потому что ему, чтобы понять, соответственно, задание, надо что там переводить, ну и вообще. И вот тогда в Казани собрали представителей 20 республик. 20 республик, все республики, которые были, министр образования. Приехали, и в Госсовете Татарстана прошла специальная конференция. Конференция, симпозиум, там, не знаю, совещание на этот счет. И тогда приехала одна женщина, которая была в системе российского Министерства образования. Она очень известна, она потом очень часто выступала против Татарстана, я сам с ней дискутировал. И вот она выступает и говорит, если мы допустим это, то это будет означать, прежде всего для татар, что они смогут воспроизвести принцип этнической мобилизации. Она это говорит как какое-то страшное преступление, мобилизация татар этническая. Когда ей задали вопрос, а в отношении русских этническая мобилизация это правильно? Он говорит, конечно, какие вопросы могут быть. Да. Так вот, вот как мы ей можем ответить? Этническая мобилизация, хорошо, мы признаем, она нужна. А что для этого необходимо, на твой взгляд? Ты понимаешь, я считаю так, мы и вообще не должны ничего отвечать. Вступать в спор с человеком вот таким, как она, заведомо играть, так скажем, по ее правилам и на ее поприще. Да. Мы должны заниматься собой, так скажем, своим развитием, образованием, становлением. То есть прекрасно же помним, да, вот когда Татарстан хотел перейти на латиницу, чтобы татары писали не кирилльскими буквами, не кириллицей, а латинским шрифтом, вернее, латиницей, как это делают большинство других тюркских народов, турки, узбеки, азербайджанцы и так далее. Нам Москва запретила это сделать. Ну, как говорится, мы же имеем, наверное, и способность, если говорить о пассионариях, о людях длинной воли, об образованных людях. Мы, по большому счету, нам не нужно разрешение ни Москвы, ни Казани для того, что, например, между собой общаться на татарском языке, на тюркских языках, скажем так, учить турецкий язык, писать на той же латинице. Извиняюсь, если я пишу, например, на татарском языке латинице, это же не значит, что мне не нужно для этого разрешение Казани или Москвы, так скажем. Мы должны понимаешь, в чем дело. Большинство же, вот как они живут, в какой, скажем так, парадигме. Главное для людей зарабатывать деньги. Они, конечно, тоже нужны, да, и они готовы ради этой возможности зарабатывать деньги, находиться вот в этой системе, действовать по ее правилам, заниматься там откатами и прочим. Но, к сожалению, дальше от зарабатывания у них дело не идет. То есть, если, например, в 19 веке у нас были татары, которые занимались меценатством, вкладывали в образование, в науку, богатые татары, я имею в виду,
то нынешние, скажем так, нынешние наши современники, к сожалению, у них зарабатывание денег ради зарабатывания денег, но нет поддержки, так скажем. Понятно, что государство у нас не будет никогда спонсировать в этом направлении. Поэтому, конечно, желательно, чтобы у нас появились такие люди, да, скажем так, которые будут думать о развитии нации, и которые имеют финансовую возможность помочь, скажем так, в этом большом деле, в историческом деле, я бы сказал. Плюс вот я хочу сказать, что все равно вот у этих людей, образованных, пассионариев, мы должны развиваться, потому что мы прекрасно помним, что среди нашего этноса было очень много грамотных людей, да, знали арабский язык, фарси, французский язык, писали у меня даже, вот, например, прадеды в Саратовской области, в Саратовской губернии, точнее во времена империи содержали гимназию по другой линии, так скажем, прадеды, дед умели читать, писать по-арабски, то есть все это присутствовало, оно, Это конечно, и было сейчас есть, нормой, да, нормального человека, грамотным, да, образованным. да, это было нормой в Ну то вот время. ты вначале, извини, сказал о том, что да, очень много образованных, это действительно часть нашего менталитета, стремления к свету знаний. Вот Гаяс Хакы сказал, что Азатлыка Бринчадам у Милли Магариф. То есть первое, да, ну, Милли Магариф yok у нас. Сейчас нет национального образования, национальной системы как бы вот такой выстроенной государственного образца. Но вот эта вот тяга-то, она существует к знаниям и так далее. А чего же в конечном итоге не хватает? Вот, например, в Самарской области, тоже я неплохо знаю, и много знал татарских бизнесменов в Самарской области. Последний раз вот мы ездили туда в 2021 году. С Замиром Исхаковым там встречались. Много там, хорошо они сидят, как-то там вот поддерживают, стараются. Но при этом, ну, как бы вот нет такого ощущения, что мы действуем как единое целое. Как единое целое. Все как-то вот такое ощущение по каким-то своим углам. Единственное, что объединяет, ну, какие-то праздники, Сабантуй, туда-сюда, там Миниханов приедет, еще что-то. А в остальном все-таки этническая мобилизация, на мой взгляд, ну, очень слабая. То есть демобилизованная. То есть наоборот там, да. А, Как у Юнгера, знаешь, есть известное произведение «Тотальная мобилизация». Она, может, не совсем релевантна, потому что тотальная мобилизация привела Германию к краху, но она буквально за несколько десятилетий собрала, ну, прямо скажем, очень феодально разрозненный народ. Вообще, была ли она нация на тот момент, вопрос. Народ, да, он разрознен. Значит, что далее? Философия, да, какая-то культура, политический проект. Вот из всего этого набора, на твой взгляд, что у нас есть? Вот что у нас есть сейчас в запасниках, которые мы можем вытащить и использовать? Я вот хочу вот так вот чуть-чуть начать, Руслан, при ответе на этот вопрос. Мы живем в эпоху, так скажем, когда кругом есть интернет-сети, да. Во-первых, для того, чтобы вот эти вот проекты образовательные даже начинать, Мгм. это может быть все горизонтально выстроено, без какой-то санкции со стороны государства. То есть мы же знаем прекрасно, что та же, например, Британия, конечно, это другая ситуация, продвигает английский язык везде через интернет, так скажем. Желающие люди, они будут образовываться, так скажем. Плюс мы все равно мы должны поддерживать взаимодействие наши интеллектуалы, развивать и поддерживать взаимодействие с интеллектуалами мусульманских и турецких, скажем так, тюркских государств, так как мы сейчас находимся в такой исторической ситуации, когда неизбежно будет
мы подойдем к какой-то точке бифуркации, и мир очень сильно изменится в этом столетии, да, и, иншаллах, мы наверняка сможем обрести свою государственность, а пока мы должны заниматься подготовкой от того потенциала, того кадра, тех кадров. Это можно делать в каких-то горизонтальных взаимодействиях, использовать те же сети, интернет там и прочее для взаимодействия друг с другом. И еще раз говорю, что в таких странах, в тюркских государствах, в арабских государствах есть люди, симпатизирующие нам. Что греха таить, они есть даже на Западе, так скажем, в европейских странах, отдельные интеллектуалы. То есть мы не должны ограничиваться просто не оставаться, скажем так, в каком-то там атомизированном состоянии. Да, ты совершенно прав. У нас, может, не хватает консолидации, да, в нашем этносе, так скажем. Мы знаем примеры у других народов, когда вот эта вот диаспоральность, консолидированность, у которых гораздо выше степень. У нас почему-то вот эта разрозненность присутствует. Ну, мы знаем почему. По большому счету это тоже влияние вот этой империи, которая так или иначе всегда растаскивала нас, стравливала татар с башкирами, всегда стравливала, выдумывали всякие анекдоты, как будто бы там башкиры смеются о татарах, татары о башкирах. Хотя я в свое время ездил в Уфу, общался с докторами наук, там, с профессорами, татарами, башкирами. И поверь мне, между ними нет никаких терок, скажем так, никакой конфронтации друг с другом. То есть мы очень близкие люди, на самом деле, очень близкие, я имею в виду, этносы, может, даже какой-то суперэтнос единый, по большому счету. То есть это все присутствует, просто люди, но находясь действительно вот в этой кровавой системе, скажем так, человеконенавистнической, тоталитарной, они боятся самоорганизовываться, потому что, находясь в России, то есть это... Но мы должны это преодолевать через горизонтальное взаимодействие, через использование интернета, создавать площадки, интеллектуальные площадки, обучающие площадки. И так или иначе мы должны помнить, да, за один из законов Гегеля, диалектики, что количество перейдет в качество так или иначе. Это неизбежно. Все так. Смотри, есть такой очень интересный момент, на мой взгляд. Может, твой взгляд немножко будет иного свойства, да? Я пытаюсь преподнести очень много из того, что мы говорим, делаем, как заявку на глобальность. Что мы не должны бояться глобальности. Мы должны входить в мир. То есть вот барыша кирмяк için göç керек. Вот то, что у нас присутствует в качестве исторического фона, бэкграунда. Но когда дело доходит, вот я смотрю, очень многие люди, ну, знаешь, как вот перед трамплином, да, вроде так вот чем бодро заходит на трамплин, потом смотрит в бездну, как Ницше, там, головокружение. Вот очень многие начинают бояться, говорят, да зачем нам, бізге нәрсе керек ол, вот, ертымшында, ним ашимбар, и начинают сами себя уничтожают, и как бы из такого вот широкоплечего становятся какими-то такими дряхлыми. Нет ли у тебя ощущения, вот ты сказал, что мы дисперсно расселенный народ. Татары один из немногих народов, которые наиболее дисперсно расселены. Я уже говорил, Да, лишь 25% татар проживает в Татарстане. И здесь тоже методологическая проблема. Потому что мы-то расселены не по причине того, что нас туда выкинули, а потому что это наши территории. А потом, как ты правильно сказал, империя, которая разорвала эти связи, сделала как? Например, в советское время, ну, ты знаешь, вот два таких мастодонта, колонны такие огромные татарской культуры. Это, значит, Ильхам Абай Шакиров,
мархум, и тоже Ахтаныстан. Хазыр мин дә хатırламыйм. Илһам Шакировны беләм. Да, Ильхам Шакиров прям вот тоже Бектан алган жерчи, Ахтаныштан взял мархум. Они в советское время, может, вот кто-то из наших зрителей напомнит, будем очень благодарны. Значит, нам рассказывали, каким это образом происходило. Они, будучи в советское время, тоже достаточно известными, ну, ты знаешь, Совок создавал вот такие вот культурные бригады и вот отправлял их. И вот когда они приезжали с концертом, ну, например, приехали в Тюмень или в Кемерово, там большая община татарская, то все татары туда приходили, естественно. И это был фактор этнической мобилизации, и они выступали как амбассадоры культурные. То есть они делились последними новостями. Ну, тогда ни интернета, ничего не было, как ты понимаешь. Из Кемерово в Казанга добраться, ну, тоже, ну, кто поедет там, да, ну, может, там, в отпуск там какой-нибудь. И вот эти два человека фактически выступали просто скрепляющими механизмами. Вот, 2-3 человека. Ну, ученый какой-нибудь мог приехать там прочитать лекцию в рамках проекта «Общество знаний». Теперь, как ты верно отметил, у нас есть возможность. Это коммуникация, интернет-пространство, информационное поле. И, соответственно, мы можем это пространство гомогенизировать, сделать единым. Но опять все боятся. Вот я когда говорю, что там bizning jilletler Рязаньнан алып, до Тихого океана. Я говорю, о, ты чего, зачем ты замахиваешься? Ну, что ты вот сказки рассказываешь? Вот здесь я смотрю в чате. Наш дорогой читатель Георгий Георгиев. Он, оказывается, из Болгарии. Вот он считает себя болгарином, да? То есть родственник. Прекрасно разбирается в истории. То есть вот тебе, пожалуйста, от Болгарии, то есть у человека идентичность тоже как наша. А мы все замыкаем себя вот в эти рамки. Это прекрасно известно, Руслан. То есть, что по большому счету предки современных болгар, живущих в Болгарии, были тюрками. Так же, как предки венгров, современных венгров, тоже были тюрками. У них до сих пор, говорит, у венгры, мадьяры говорят, например, на топор болта. То есть тоже ну, там слово, что... до 30% слов. Да. Даже слово Будапешт, извини, Буда – это Булу. Хан Булу, вот хан Балык – это просто ставка. На тюркском это ставка Буда. Да. Что, да. То есть и у венгров, мадьяров, то есть даже вот общетюркская лексика, та же, что и у татар, турок, центральноазиатских тюрок. И просто мы знаем, что болгары были потом ославянизированы за счет большого, скажем так, инфлакса, да, в прибытие Славянского моря туда. Венгры были, скажем так, офинно-угоризованы. Не знаю, правильно ли я произношу это слово, но понимаем мы, да, о чем мы говорим. И я боюсь то, что наш этнос тоже ждет то же самое. Если мы не будем пытаться заявить о своей независимости, строить свой национальный проект, также мы можем исчезнуть в этом славянском море. И в итоге вместо татар и башкир, например, через столетия могут быть одни русские. Ну, так называемые русские. Мы же прекрасно понимаем, что русского этноса по большому счету нет. Это такой суперэтнос, в который входят все те, которые хотят комфортно, конформистски. Те, которые потеряли свою идентичность, да, которые потеряли свою идентичность. Да, верно. Конформистски, удобно прожить в зоне комфорта, получить блага от этой империи. Я помню, как-то год назад, что ли, я смотрел интервью с одной деятельницей культуры, которой я не помню, как ее зовут, за 80 лет ей. И она такую фразу сказала: у меня, говорит, один из предков был, говорит, татарином, говорит. Но когда, говорит, Иван Грозный завоевал Казань, он, говорит, сразу понял, говорит, он был умный, говорит, очень, он, говорит, сразу понял, как правильно, говорит, поступить, и он, говорит, крестился, говорит, и стал русским. То есть, понимаешь, как бы вот многие люди как мыслят, и она этим гордится, тем, что у нее там какой-то предок, да, поступил правильно. Она этим гордится, что самое интересное, Руслан.
Вот. Насчет этой территориальности, да, вот если говорить о дисперсности и территориальности, ну мы же прекрасно исторически, да, знаем, что вот эти земли как минимум от Пермского края, Татарстана, Башкортостана, Саратовской области, Самарской, Ульяновской и вплоть до Астрахани, вплоть до Каспия и Казахстана, все это тюркские земли исконно, захваченные Москвой. И не нужно быть, скажем так, очень умным человеком, достаточно взглянуть на карту. Топонимику, да. Да, Топонимику. да, и мы видим, взглянув на карту даже, что самое интересное, что, ну, это известная тоже тема, да, вот этот искусственный перешейчик между Башкортостаном и Казахстаном в виде вот этого отростка Оренбургской области. То есть специально сделали все это в царские времена, в советские времена, чтобы отсечь, чтобы раздробить нас с другими тюрками, чтобы лишить нас государственной границы, скажем так, а потом придумать некий тезис, что не может государство, не имеющее выхода к морю там или границы с другими государствами, претендовать на самостоятельность и прочее. То есть они сами придумали эту систему координат, если так проанализировать, да, эту ситуацию. Промыли всем мозги, мы знаем, как работает пропаганда. И проблема в том, что вот даже, скажем так, потомки татар, у них сидит вот это все в голове очень глубоко, вот эта травма взятия Казани. Но сейчас мы живем в 21 веке, действительно, в глобальности. Мы не должны жить этой травмой, которая сколько веков назад, так скажем, произошла. Мы должны смотреть в будущее, а не в прошлое, полностью избавиться от какой-то там неполноценности. А как можно от неполноценности избавиться? За счет образования, за счет развития, за счет устремленности в будущее, так скажем. У нас нет никаких причин чувствовать себя неполноценными. Да, у нас там, допустим, может быть язык, который частично деградировал по сравнению с тем, что было, скажем так, до революции. То есть это уже не тот высокий татарский язык с множеством фарсизмов, арабизмов там и прочего-прочего. Но мы же понимаем, что это все империя делала. Сначала империя, потом совок, и теперь это продолжается. Но мы должны строить этот свой язык. У нас есть примеры наших братьев из Закавказья, из Центральной Азии, турок, которые, по большому счету, во времена Мустафы Кемаля Ататюрка создали новый язык, по большому счету, перейдя там от староосманского к новому турецкому языку. То есть это все преодолимые вещи. Не нужно отчаиваться, так скажем. И я вот приводил пример в начале нашего разговора, что о нашем этносе, так скажем, причем с таким уважением, знают даже жители Ирландии, ты понимаешь? А нам внутри нашей страны какие-то люди типа Симоньян там и так далее, то есть представители народов, для которых Россия даже не является их домом, так скажем, у них есть свои национальные государства, они нам диктуют, кто мы такие, так скажем, то есть их наглости нет никакого предела, и этой наглости, эту наглость не преодолеть, так скажем, каким-то послушным поведением, встроенностью в систему, страхом. Эту наглость можно преодолеть только войной с ними. Войной я имею в виду не в плане того, что нужно в руки взять оружие и воевать с ней. Я имею в виду интеллектуальной войной. Так как они из себя, по большому счету, ничего не представляют, нужно их разоблачать, нужно контрпримерами, так скажем, критикой и прочим, показывать им, кто они такие, кто они есть, кто это Симоньян, вся их глупая, несодержательная, совершенно идиотская порой речь, аргументация, ведь на самом деле не выдержит никакой критики, потому что их интеллектуальный потенциал, да, он крайне низок. Порой они несут такие вещи, но порой даже задумаешься, вы случайно не психически ли больны, даже не ментально или психологически, а именно психически. То есть они иногда говорят такие вещи, как будто бы они должны быть, по идее, обитателями сумасшедшего дома, да, психиатрической клиники.
И наши люди, к сожалению, пока, я не говорю про элиты, я говорю про массу, вот это море, пока это терпит, проглатывает, так скажем. И вот, как ты сказал, действительно, многие боятся и говорят, ну, синаларно тыңнамада, вроде, не слушай их, так скажем, живи своей жизнью и так далее. Ну, мы прекрасно понимаем, если мы будем жить вот в такой занимать такую конформистскую позицию, ни к чему хорошему это не приведет, потому что даже, ведь вот еще есть такой пример, наш этнос растворяется, Руслан, за счет того, что наши, например, мужчины и женщины там выходят за представителей, выходят замуж, женятся на представителях там тех же русских, например. И мы прекрасно понимаем, что к чему это приводит. Да, сегодня твоя жена Катя, завтра у тебя дочь будет там Света, и все, через 2 поколения никто не вспомнит, что ты был татарином, так скажем. То есть происходит это растворение, поэтому самосознание все-таки должно быть. Другая ситуация, например, в таких странах, например, вот в Турции. Например, турок может себе позволить жениться на русской женщине, потому что так или иначе его ребенок будет расти в этой среде, и он не станет русским, он продолжит быть турком. А мы, живя вот в том Славянском море, мы исчезаем в нем. Для нас такие вещи недопустимы, на мой взгляд, по моему, скажем так, субъективному мнению. Я чуть-чуть вот в какие-то такие более приземленные вещи вдался. Ну, к сожалению, так и происходит. Чем мы слабее, тем мы более подвержены влиянию, поглощению более сильного. Здесь очевидно, да, потому что за буквально короткий период, когда фактически соотношение демографическое было одинаково там в XVI веке, практически, да, между тюрками и славянами. А потом как бы раз и почему так? Ну, потому что большинство ассимилировалось, большинство подверглось христианизации, русификации. Да, это была целенаправленная политика, да, эта политика имела несколько проекций, силовое, проекцию подкупа, да, кого-то подкупали, очень многих мы знаем, кто ушел там, крестился, получали какие-то дворянские титулы, какие-то освобождения от налогового бремени и все остальное. Но потом, правда, возвращались, были такие, которые, вот, я помню, Ильинский писал, что, значит, хитрая татарва делает вид, что христианизируется, значит, а потом молится своему Аллаху обратно, и поэтому возвращаются в ислам. Да, поэтому запрашивал, да, специальные бригады, которые бы следили и там проводили какие-то силовые рейды, зачистки, как говорится, Да. современным языком. Я вот, Руслан, если позволишь, да, вот, Гафуит, извини, пожалуйста, я хочу вот что сказать. У меня почему есть оптимизм, такой исторический оптимизм, потому что мы, вот о чем я уже говорил, входим в какую-то нестабильность, мир входит в нестабильность. Так или иначе нас в будущем ждет вот это вот соприкосновение, вхождение в некий вихрь, в турбулентный вихрь, в бифуркацию, в точку бифуркации, то есть при прохождении которой возможно развитие по множеству, бесконечному множеству непредсказуемых, заранее непредсказуемых сценариев. И вот как раз история, к чему я это говорю, вероятно, история нам дает шанс, потому что неизбежно многие представители наших этносов выйдут вот из того, будут вынуждены просто силой истории, силой провидения выйти из той зоны комфорта, в которой они склонны пребывать. И вот когда мы придем вот к этим временам, к этим турбулентным временам, к бифуркации, важно, чтобы наши этносы имели интеллектуальную элиту, которая сможет сопроводить, так скажем, и интеллектуально поддержать, так скажем, выбор наших этносов в этой ситуации. То есть история, скорее всего, провидение, история, еще раз говорю,
неизбежно выведут этих людей, это спящее большинство, из состояния зоны комфорта, которая им, естественно, для них более удобна и более доступна, так скажем. Знаешь, когда я говорил о кризисе, я просто пытаюсь подытожить, у нас уже вот час времени быстро пролетел. Кризис – это всегда возможность, как известно, перестройки, переосознания и выхода чего-то нового. Кризис, как известно, с греческого крайс – это и остановка, и суд одновременно. То есть ты останавливаешься, понятно, что тот процесс уже остановился, ты выносишь суд и дальше выходишь. Вот сейчас мы, возможно, в той точке, о которой ты говорил, бифуркации, которую мы дальнейший роутер, то есть дальнейшую траекторию мы можем задать мы уже, интеллектуальную, политическую, да. И поэтому это для нас возможность, шанс. И я здесь соглашусь и с нашими зрителями, которые пишут, что не надо отчаиваться. Мы не отчаиваемся ни в коем случае, дорогие друзья. Мы пытаемся как раз, и о чем сказали в начале, сделать анализ, найти реперные точки. И вот эти реперные точки избрать в качестве тех самых пунктов роста, нового роста. Да, вот прошла эта эпоха, вот прошло поколение, 30 лет. Вот целое поколение с 90-го года, все. Теперь я думаю, что мы должны идти Аллах верса, иншаллах, по восходящей траектории. Система путинская и вообще эта имперская, колониальная, она деградировала до такой степени, что вряд ли она пересоберется. Я думаю, что она будет гнить и как бы вот погружаться в торф, такой вот свой болотистый. А мы, естественно, должны этим воспользоваться и выскочить из этой тьмы. Из этой тьмы, так или иначе. Да, Полностью если у тебя согласен. есть, да, Булат, вот чем подытожить, то пожалуйста. Я полностью согласен со сказанным, Руслан, только что сказанным. Но, тем не менее, вот тоже хочу подчеркнуть, что мы не отчаиваемся, но, тем не менее, для дальнейшего развития и нашего усиления, и для того, чтобы задавать этот вектор, мы должны проанализировать все свои слабые стороны, все минусы, так как пока мы их не осознаем и не отрефлексируем тщательно, мы от них не избавимся. То есть это не пессимизм, это работа над собой, рефлексия и дальнейшее развитие. Как говорится, опять-таки вспомним того же Гегеля, отрицание, да, то есть мы должны, как говорится, это неизбежный этап диалектического преображения, да, преобразования. Поэтому мы ни в коем случае не отчаиваемся, и мы не занимаемся пессимизмом, но в то же время хочу призвать всех, что мы должны отрефлексировать свое нынешнее состояние для того, чтобы с ясным пониманием, четким пониманием двигаться в будущее. Вот как раз-таки для того, чтобы не сгинуть в истории, а для того, чтобы возродиться и занять положение в истории, в этом мире, в этой географии, которого мы, безусловно, достойны, на мой взгляд. Да, на этом, я думаю, оптимистическом восклицании мы можем поставить и восклицательный знак в том числе. Спасибо, дорогой Булат, спасибо нашим зрителям, что нашли возможность, те, кто из России, невзирая на блокировку, посмотреть наш эфир. Мы продолжим, конечно, с Булатом и дальше. И, пожалуйста, присылайте свои вопросы. Может, вам интересна более какая-то узкая тема, мы ее постараемся тоже с Булатом обсудить, проанализировать, разобрать на те самые субатомные частицы. Спасибо всем. Бигзур Ахмед. Салам алейкум рахматуллахи баракату. Бигзур Рахмет, Руслан Бей. Валейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракату. Спасибо всем. Сау.